Времена сновидений. Мифическое, сказочное время. Оно открывает перед нами неведомый мир человеческой фантазии. В чем культурные и психологические корни творческой деятельности человека? На всем своем бесконечном пути человечество постоянно возвращается к мифу. Миф пронизывает и ту культуру, которую мы пытались зафиксировать в фильме «Шаманские традиции сибирских народов». Кто эти загадочные личности? Маги, лекари, поэты-импровизаторы и музыканты, знатоки и хранители обрядовых традиций малых или уже исчезающих народов. Музей этнографии имени Петра Великого в Ленинграде. Иногда его по старинке называют кунсткамерой. Прокопий Егорович Слепцов приехал в Ленинград из поселка Белая гора на севере Якутии. Семен Семенович Егоров с Вилюя из поселка Нюрба. Оба они знатоки якутского фольклора, блестящие импровизаторы, люди, обладающие поразительной слуховой памятью. В юности им доводилось быть свидетелями и участниками. Прокопий Егорович помнит много шаманских песнопений. Он неплохо разбирается в шаманской космогонии. Он сам изготовил и этот бубен, и этот костюм, который, кстати, отдаленно напоминает костюм эвенкийских шаманов. Владение традиционным якутским пением, готовность поделиться тем, что они знают, позволяет им прямо сейчас в помещении сектора общих проблем Института этнографии Академии наук показать нам фрагмент камлания. Что такое шаманы? Что вообще стоит за этим? Какой мир? Я думаю, что мы по-настоящему не осознаем даже то, что скрывается за отдельными деталями. Какой смысл имеют отдельные атрибуты шаманского костюма? Потому что слишком многое ушло, и из того, что сохранилось, многое нам непонятно, просто потому что мы смотрим на это другими глазами. Наша культура потеряла какие-то изначальные представления, которые дают возможность охватить этот мир в целом, таким, каков он был. Потому что мы плохо себе представляем, как много вмещал каждый элемент шаманского костюма, представлений, идей, мыслей, что он значил. Ведь сам бубен — это и музыкальный инструмент.
Причем музыкальный инструмент удивительный по своим возможностям динамическим, ритмическим, тембровым. Это музыкальный инструмент, голос или голоса которого внятны не только и не столько людям, сколько и животным, и духом. Но это модель мира по-своему. На некоторых бубнах мы находим портреты самого шамана, как он, восседая на своем ездовом животном, на буру, на духе бубна своего, отправляется в какой-то мир. И это тоже оказывалось на этой карте. Здесь мы видим астральные символы. Вот солнце, вот луна, они же есть и на шаманском костюме. Действительно, проникнуть в эту культуру очень трудно. Вообще, наука, научное наблюдение тоже ограничено в этом отношении, потому что мы видим только внешние констатации, а внутреннюю сущность этого явления передать, описать извне практически невозможно. Нужно входить в эту культуру вглубь, а войти в нее — это значит утратить взгляд внешнего наблюдателя. Чукотка, Баекская тундра. Тут на границе с Корякским национальным округом живут чукчи-оленеводы. Одна из оленеводческих бригад, где еще носят национальную одежду. Ездят не только на вездеходах, но и на нартах. Пользуются лыжами, вороньими лапками. Помнят песни отцов. Традиционный быт мирно уживается с дарами современной цивилизации. Вот так же, наверное, звучала эта древняя жужжалка Телитль во времена известного исследователя Чукотки Тана Багараза. А еще раньше такой гуделкой, возможно, заклинали ветер. Или, подобно австралийской чуринге, вызывали духа, тотемного предка. Через бытовые ситуации здесь на каждом шагу смутно проглядывает мифическое восприятие мира. Хозяин стойбища обучает молодого бычка, чтобы его можно было запрягать в нарты. Сложен процесс поисков общего языка между человеком и полудиким оленем. «Пусть тебя дерево научит», — наконец говорит хозяин. Рисунки на моржовом клыке тоже несут память о мифических временах. А в песне эскимоса Нутетейна звучит голос великого ворона. Великий ворон Куркыль, культурный герой и предок Чукчи. Это он расклевал световые мечи, добыл из них солнце и луну, дал людям огонь, научил их охоте, совершил первый шаманский обряд. Танец с копьем. Ни Василий Иванович Атыт, ни Федор Иванович Арняургин не помнят, конечно, о тех временах, когда их предки жили охотой на дикого северного оленя. Такими копьями
Ойген. Они ожидали мигрирующие стада на местах переправ и поколок. Сейчас этот танец просто игра. Память искусства оказывается намного глубже памяти поколений. Танцы, борьба. Это лишь небольшой перерыв перед ответственным моментом хозяйственного календаря, перед отелом оленьих важенок. Вот-вот начнут появляться первые телята, и тогда пастухам будет не до развлечений. Это уже не реставрация, не игра. Это обряд. Новая жизнь приходит через жертву. Удастся ли сохранить весь приплод? Увы, это зависит не только от пастухов. Погода неустойчива, заморозки могут погубить новорожденных. Случайная помеха может сорвать стадо с места, и важенки потопчут телят. Всего этого удастся, возможно, избежать, если вовремя добиться расположения духов, хозяев окружающего пространства. Им надо приготовить угощение. Жертвенная кровь, ипаны. Ее надо разбрызгать по всем 4 направлениям, чтобы никто из духов не остался без угощения, чтобы каждый из них знал, что настала пора вмешаться и обеспечить людей удачей и успехом в их делах. Нельзя обойти вниманием и никого из присутствующих. Все жители стойбища и все гости получают свою долю наравне с духами. Древняя Чукотка была тем местом, откуда по перешейку Берингового пролива люди проникли на Аляску, заселили американский континент, создали чудеса мексиканской, центральноамериканской культуры. Вечер. Время доверительных разговоров. И наши расспросы вызывают память о прошлом. Помимо сомна духов, добрых и злых,
обитающих в наружном пространстве. У наших хозяев есть и полученные от отцов домашние амулеты-охранители. Вот они. Родители считали, что с их помощью можно противостоять злым духам. Сейчас их держат по старой памяти, хотя и подкармливают время от времени. А это уже главная семейная святыня. Нам показали ее далеко не сразу. Огневые доски, гыргыть. С их помощью добывают священный огонь. Но только после отела важенок, перед перекочевкой на летнее пастбище. Как и во времена Тана Багараза, женщины, в чьем ведении находится гыргыть, не рискуют тревожить духов в присутствии посторонних. И на этот раз непривычную для них работу, добывание огня, выполняют мужчины. О шаманах наши хозяева ничего не знали или не хотели говорить. Почти в каждой яранге есть свой бубен. И старики, и люди среднего поколения прекрасно им владеют, с удовольствием поют под его аккомпанемент свои песни. Но шаманских обрядов с вызыванием духов нам на Чукотке увидеть не удалось. А между тем, еще в начале века шаманские действия камлания были повсеместно распространенным явлением в Сибири. Вы видите кадры, снятые в 28 году Александром Литвиновым и оператором Павлом Мершиным под руководством известного русского ученого Арсеньева у лесных людей у Дегейса. В те годы каждый, кто пришел на камлание, мог перед его началом исполнить свой танец, самостоятельно обращаясь к духам за помощью или советом.
Шаманское действо здесь требовало специальной подготовки. В центре мольбища ставили священное дерево. По его веткам молитвы и просьбы шамана поднимались к духам. Дым воскурений и запах жертвенной пищи понуждали духов на ответные дары. Шаман люди ведут на охоту в море. Вот. Он может делать, чтобы туман был, человек заблудил, убивать человека. Вот и есть такой шаман. А потом какой-нибудь поселок, у него там специально есть это, ну, какой-нибудь летающий какой-нибудь, ну, чайка или там какой-нибудь. Это его есть специально. Вот. Он может идти какой-нибудь стойбище, вот. И может человек убить. Человек убить. Он убивает человека. Он сидит дома, у него уже сито, вот это самое. Вот. Он уже кушает там. А этот чайка или кто-нибудь пойдет убивать человека. Вот. Самое жирное человек убирает, убивать. Вот такой шаман есть. Мир сам называют. Черты такие. Нивский сказитель Колка из рода Руйфун считает, что шаманы вовсе не лечили больных. Они сами насылали болезни и даже убивали людей. Все, что связано с шаманом, окружалось страхом и системой запретов. Udagan geldi. Odağa. De Anton Ya, odağa különmadan ona hazırladığını, iyilen kıdığını Allah'ın batı. Михаил Яковлевич Иванов, дед Михась из якутского поселка Мяндиги Амгинского района. В молодости Михась Аганнер был помощником шамана, Кутуруксутом. Он помог нам разобраться в назначении изображений на шаманском костюме. Здесь и солнце, и луна, и главный помощник шамана, бессмертный дух Эмегет, двухголовая мифическая птица Экшикы. Металлические кости означают крепкий скелет шамана. Их не сломать злым духом, с которыми ему приходится бороться. Шаманский костюм нам любезно предоставили в пришкольном музее поселка Эльгай Сунтарского района. Все металлические подвески для него выковал уже покойный кузнец Гавриил Сергеевич Захаров. За долгую жизнь он изготовил комплекты подвесок до десятка шаманских облачений. Этот костюм он сделал перед смертью, и уже не по заказу шамана, а для музея. Дед Михась решил показать нам обряд шаманского лечения. На роль Кутуруксута он пригласил своего соседа, а сам отправился в лес за специальными шестами. Так началась подготовка к шаманскому действу, которым когда-то знаменитый шаман Павлов Аюн, вылечил Кузьму Гермогенова. Он камлал тогда духом, которых называют корнем глазных болезней. Эти духи, старик и старуха, живут на 7-м слое верхнего мира. Для камлания надо сделать 2 белых чаек. Нужно выманить из тела больного злого духа Абагы и проводить его на 7-е небо к его почтенным родителям. Наш приезд, естественно, не остался незамеченным. Работу Ивана Яковлевича контролируют старики. Они тоже помнят шаманские обряды. Пришел и сын того самого шамана Павлова. Накануне вечером мы записывали призывание духов-помощников
и наивно посчитали себя единственными слушателями старика. Оказалось, что другие жители села тоже прекрасно слышали звуки бубна, и сын узнал напевы и слова, принадлежавшие когда-то его отцу. Якуты, как и многие другие сибирские народы, считали, что Вселенная состоит из 3 миров – верхнего, среднего и нижнего. Средний мир – это мир людей, а в верхнем и нижнем живут духи. Дорогу в страну духов символизирует священная веревка – сети. Ее свивают из конских волос и привязывают к ней пучки конской гривы, чередуя черные и белые цвета. В данном случае таких пучков должно быть 7 пар по числу небесных слоев, которые предстоит пройти шаману, добираясь до жилища духов Абагеларов. Чайки должны знать направление, в котором им предстоит лететь. Поэтому веревку сети привязывают к их шеям, и птиц водружают на шесты, повернув головой строго на северо-восток, где живут духи, ведающие глазными болезнями. Туда, вслед за птицами, шаманы отправляются в мир духов. Первую часть камлания шаман сидит на месте. Это значит, что он находится пока в среднем мире, среди людей, под защитой духов окружающей местности. Он просит этих добрых духов охранять остающихся здесь людей, не позволять злым силам воспользоваться его отсутствием, не причинять вред детям или скоту. Надо очистить бубном помощника, ведь ему тоже предстоит подняться на несколько слоев, а там их обоих поджидают всякие опасности. И надо хорошо подготовиться. Потом шаман должен раздать поручение вызванным еще вчера духом-помощникам. Им надлежит зорко следить, чтобы изгоняемый дух болезни не сбежал по дороге, чтобы какой-нибудь из живущих на небесных слоях злой дух не напал на шамана сзади или сбоку. Дойдя до места, откуда уже видно жилье стариков Абагеларов, шаман обращается к ним с просьбой притянуть своего заблудившегося сына, не гневаться на людей за их проступки. Вот так он проверяет, дошел ли дух болезни до своего дома.
Теперь скорее назад, в свой мир. Надо еще проследить, чтобы ничего плохого не прилипло к ногам в этой скверной земле. Туманы и облака скрывают дорогу, и шаману приходится ориентироваться только на звук бубна, который бьет Кутуруксут-помощник. Ну вот уже и виден родной поселок. Путешествие закончилось благополучно. Все здоровы. Осталось только распустить духов-помощников, переселить их из себя в бубен. Благодарность за выздоровление больного полагалось приносить духам подарок. Такую жертву, выкуп, называют керех. На краю села есть специальное жертвенное дерево. На него вешают шкуру убитой скотины. Если повернуть ее головой в ту сторону, где обитают нужные духи, те будут знать, что люди послали им подарок. Но еще лучше, если шаман скажет в песне, кому и от кого идет жертва. Тогда она непременно попадет по адресу, а больной наверняка поправится. Серге, коновязи, священные столбы, соединяющие небо и землю. Каждый год в начале лета в больших и малых поселках у их подножья празднуются исехи, якутские кумысные праздники. Сегодня мало что осталось в них от древних обрядовых празднеств, руководимых шаманами. Смотримся в лица людей, сомкнувшихся в традиционном кругу Асохая. В песне, в танце сохраняется самосознание народа. Здесь, на районном Исехе, мы встретили человека сложной судьбы. Никита Алексеевич Парфенов живет в поселке Кюндея Сунтарского района. Родился в 1903 году. Отец 6 детей. Никита Алексеевич один из немногих оставшихся в живых людей, которые еще в 30-е годы сами совершали камлани. Он считался, если не очень сильным, то во всяком случае подающим надежду шаманам. Мы отправились с ним вниз по Вилюю в отдаленное село Кутана, ибо камлать в своем селе Никита Алексеевич категорически отказался.
Поздно вечером в единственной в районе уцелевшей юрте пришкольного этнографического музея Никита Парфенов постепенно стал входить в нужное состояние и начал заклинать огонь. Дух каменного шестка, хозяин теплого огня, пепельная постель, угольные подушки, зольное одеяло, сидеющие виски, седоватая борода, светлая голова, старый наш дед, хан Темирия. Тех, кто с холодным дыханием, снаружи не впускай, тех, кто с теплым дыханием, изнутри не выпускай. Береги и Шаманская традиция хранила тысячи таких алгысов. Все они канули в лету вместе с их создателями. И эта ночь одна из последних, когда еще звучат шаманские заклинания. Меня, заику одарившие языком, мне кривому давшие глаза, меня глухого наделившие слухом, меня, не имевшего предков шаманов, сделавшие шаманом, мои божества 9 улусов, ближе, ближе будьте. Пришел день отделиться нам от средней земли. Уже созваны духи-помощники. Пропето благословение духу-хранителю огня. Пора отправляться на поиски похищенной души больного. Еще один алгыс перед дверью. Если я упаду лицом вниз, обещавшие поддержать меня, если я упаду навзничь, обещавшие подпереть меня, друзья мои духи, раскройте передо мной все удобные проходы. Собрав силы и заручившись поддержкой духов-помощников, Никита Алексеевич осторожно приближается к злому духу Абагы, к восьминогой Ан-Аддярай, засевшей в теле больного. Злой дух отвечает голосом самого шамана. «Шаман, лежу я, сделав себе место для еды. Ты ли человек, который заставишь меня высказать злобу? 7 лет, как я не ела вкусного. 8 лет не ела я жирного. 9 лет не ела питательного.
Убирайся, шаман, не падай поперек моего пути. Не то оборву твою становую жилу, заставлю плакать, стонать. Дам поймать только мой туман, дам захватить только мой иней. Завью, подниму белую пыль. Обратившись лицом к нижнему миру и спиной к людям, Никита Алексеевич продолжает уговаривать духа. «Тише, тише, госпожа моя бабушка! Клонился я черной тени твоей. Не делал я тебе зла, не копал ямы. Мы люди бедные, обнищавшие. Уезжай от нас, удовлетворись моим звучным напевом». Угрозы духа сменяются, наконец, согласием уйти. Роль Кутуруксута этой ночью впервые в жизни исполнил учитель местной школы. Под удары его бубна Никита Алексеевич провожает злого духа в Нижний мир. Раз из Нижнего мира она пришла, в Нижний мир отправить надо. Раз с севера явилась, по северному пути проводить надо. Тех, кто там живет, подарками одарить надо. Не только в голосе, но и в жесте обозначает шаман происходящее. Так он приносит жертвы духам, живущим по дороге в Нижний мир. Вот вам нити веревки, вот вам мясо и пища. Шаман возвращается в мир людей. Теперь необходимо закрыть проход из Нижнего мира, чтобы какой-нибудь злой дух не смог проникнуть следом за шаманом. Обряд, как правило, завершается гаданием. Подброшенная колотушка, былаях, должна упасть горбом вниз, иначе больной не поправится. Конечно, этой ночью удалось восстановить лишь малую часть изощренной, пронизанной разнообразной символикой шаманской мистерии. Если даже мог, я не стал. В нашем фильме встретились два представителя уникальной профессии. Люди, владеющие языком, который во многом уже утрачен современной культурой. Никита Алексеевич Парфенов и Никон Алексеевич Васильев, 98-летний народный лекарь из поселка Батулу Верхневилюйского района. Перед тем, как стать шаманом, Никита Алексеевич Парфенов несколько лет болел шаманской болезнью. Часто падал в обморок и бредил. Он прошел обряд шаманской инициации, так называемое рассекание тела, во время которого духи ели по кусочку его тела. Тарик Нихон, так называет его вся Якутия, не шаманит уже много лет.
но свою лечебную практику не бросил. Он по-прежнему хорошо разбирается в шаманской космогонии, но лечит сейчас, не прибегая к обряду заклинания духов. А вот Никита Парфенов считает своим основным духом-помощником кулика, который влетает в его бубен. К советам этой птицы он прислушивался во время показанного нам лечебного сеанса. Слава старика Никона такова, что специалисты-медики не считают зазорным направлять к нему своих пациентов. Владеет он и другими приемами народной медицины: коровьим рогом для кровопускания, массажем. Каждый год в период травостоя уходит он глубоко в тайгу, в места, известные ему одному, собирать лекарственные травы и набираться силы. Этот мальчик, как и его брат, слеп от рождения. После нескольких месяцев лечения у Никона он начал различать свет и контуры предметов. Помнит Никон и историю своих предков. Роду, к которому он принадлежит, когда-то было предсказано дать миру 9 поколений великих шаманов. Себя он считает последним в роду, кто обладает шаманской силой. Южная Якутия. Верховье реки Мулемкон. Летнее кочевье эвенков-оленеводов. За сотни километров от ближайших населенных пунктов сюда нас привела надежда увидеть камлания внутри реальной жизненной ситуации.
jaran babos kami mare yami jaran. Многочисленную эту семью, круглый год кочующую с оленями стадами, возглавляет почтенного возраста бабушка Матрена Петровна Курбальтинова. Вот она, одна из немногих до сих пор практикующих эвенкийских шаманов. Пока она не хочет, чтобы об этом знали посторонние. Слишком интимны ее отношения с духами. Слишком хрупок мир ее ценностей. Эвенки – один из древнейших народов Сибири. Их предки жили здесь еще во времена неолита. Многочисленные некогда тунгусские роды различались вот такими сложными орнаментами на оленьих седлах, несущими черты древних культур. Матрена Петровна не склонна много рассказывать о себе, о своей шаманской практике. Тем более, что камлает она только для членов своей собственной семьи. Да и то только, когда есть бубен. Когда ее старший сын Егор заболел, бубен был далеко, и она поняла, что ей не спасти сына. А зятя от ожогов она сумела вылечить. Постепенно выяснилось, что камлать ей самое время. Одновременно с нами пришел в стойбище ее любимый внук Леня, который отсутствовал 2 года. И теперь, когда он вернулся, нужно дать знать об этом духам, чтобы они были благосклонны к нему, защищали, помогали. Общение с духами для Матрены Петровны – дело сокровенное, и мы не пристаем с расспросами о порядке проведения обряда. Ясно, что все окружающие хорошо посвящены во все детали, что для них это дело обыденное. Девятилетний белый олень, сюрюкан. Это ему доверено перевозить шаманские атрибуты. Главный покровитель шаманки – кукушка. Ее голосу она часто подражает. Эту птицу убили по ее просьбе перед началом обряда, и ее кровью обмазали шест палатки.
Кто же они, эти шаманы? Люди, живущие в мире столь фантастическом и одновременно столь реальном. Люди, внушающие страх, смешанный с уважением. Или наоборот, готовые отдать силу, полученную от одухотворенной природы, своим страждущим ближним. Как уживаются в одном человеке трезвый, вдумчивый взгляд на мир и дикие суеверия. Tempurama pampa cebora botunu pampa isput kurdu sanabar bola. От билбака калым. Холда. А только ли суеверие – это шаманство? Самый точный ответ на это дает сама Матрена Петровна. Она открыла нам мир представлений, вселенную, в которой шаман оказывается фигурой, способной управлять и собственной психикой, и душевным состоянием своих подопечных, и даже поведением духов, коль скоро от них зависит благополучие в природе и в мире людей. Шаманка рассказала нам, что когда она долго не камлает, ей плохо. Начинаются обмороки, не хватает воздуха, духи душат ее и заставляют опять и опять брать в руки бубен. Кто же будет после вас? Кто будет дальше служить вашим духом? Спросили мы. Дуся. Дуся, да? Ханнабары. Есть, оказывается, одна молодая женщина, Дуся. Она еще приедет ко мне. Ей я передам своих духов, ответила Матрена Петровна. Дети строят ритуальный помост для костей, добытого на охоте оленя. Если бросить кости где попало, души оленей не возродятся, и стада пропадут. Играя, дети совершают свой маленький детский обряд.
Что мы знаем о времени, которое прожило человечество на Земле? Поистине космическое время, миллион лет, отделяет нас от впервые добытого огня, от первых обрядов. Изобретение письма сохранило нам сведения лишь о некоторых событиях 4 последних тысячелетий. Но ни книги, ни манускрипты, ни молчаливые археологические памятники не могут раскрыть нам глубин человеческой истории в ее психологических, в ее творческих аспектах. Многие часы продолжается шаманский сеанс. Бабушка призывает все новых и новых духов, уходя все дальше от нас, в иную, недоступную нашей камере реальность. В снятом нами эпизоде шаманка вплотную приблизилась к состоянию транса. Но ее родственники решительно воспротивились продолжению сеанса в нашем присутствии. Обряд остался незавершенным. Произведение искусства. Изучению шаманской культуры посвятили себя многие поколения исследователей. А мы за время работы над фильмом лишь немного приблизились к этому чуждому и потому странному для нас миру, который уходит в прошлое. Уходит, впрочем, вместе с людьми, которых осталось в живых буквально единицы. Они так и остались для нас по ту сторону времени сновидений.